Слова президента Турции о том, что жители Синьцзяня живут в благоденствии, которые он высказал во время официального визита в Китай, оказались ошибкой перевода. Выяснилось, что на самом деле Эрдоган сказал, что желает благой и мирной жизни народу Синьцзяня. По сообщениям Евроньюз, Эрдоган посетил Китай сразу после саммита «двадцатки», прошедшего в Японии. На встрече с главой Китая Эрдоган упомянул вопрос уйгуров. В свою очередь, газета South China Morning Post сообщила, что во время встречи турецкие переводчики сделали ошибку в переводе слов Эрдогана. Но несмотря на то, что позже турецкие дипломаты осведомили китайских коллег об ошибке, перевод речи турецкого президента был опубликован без изменений. Китайское правительство, проводящее в Восточном Туркестане систематическую ассимиляцию и практику пыток над заключенными, продолжает вызывать негодование мирового сообщества. В Китае издали доклад, согласно которому, начиная с 2014 года, в Восточном Туркестане было обезврежено и уничтожено 1588 радикалов и террористов. Информационное агентство Анадолу сообщило, что наряду с уничтоженными экстремистами китайские власти задержали 12 995 так называемых радикально настроенных мусульман. Согласно недавнему отчету BBC о концентрационных лагерях, большинство заключенных лагеря, расположенного в Кашгаре, которых китайские чиновники описали как необразованные и безработные, на самом деле оказались бывшими сотрудниками государственных учреждений. Радио «Свободная Азия» провело расследование и подтвердило, что на снимках, опубликованных агентством BBC, был изображен 47-летний сотрудник Центра культуры и памятников истории города Кашгар Акбар Убайдулла. Находящийся в лагере перевоспитания с 2017 года, Акбар Убайдулла был обвинен в излишней преданности уйгурскому национальному духу и нанесении ущерба интересам китайского государства. Министерство обороны Китая намекнуло, что может применить силу для подавления демонстраций против закона об экстрадиции, если об этом попросит правительство Гонконга. На пресс-конференции, прошедшей в Пекине, официальный представитель министерства У Цянь отметил, что они внимательно следили за демонстрациями 21 июля и нападением на китайское отделение связи в регионе. Указывая на то, что демонстранты бросают вызов самому основному закону власти центрального правительства и принципу «одна страна, две системы», представитель Министерства обороны сказал, что с этим нельзя мириться. У Цянь напомнил, что 14-я статья закона о развертывании вооруженных сил четко и ясно показывает, как Министерство обороны может решить эту проблему. Стало известно, что во время собрания с сенаторами-республиканцами, прошедшим вчера в Белом доме, Трамп заявил, что не намерен вводить санкции против Анкары. В сообщениях СМИ под заголовком «Трамп сказал республиканцам, что не хочет вводить санкции против Турции из-за российских С-400», указывается, что на собрании, которое продлилось 70 минут, Трамп рассмотрел вопрос покупки Турции российских зенитно-ракетных комплексов в общем характере. Вместо этого президент США еще раз обвинил Барака Обаму в том, что ошибки его правительства вынудили нынешних властей запретить продажу Турции американских бомбардировщиков.